учительница русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 42 имени Тохтаула Сатылганова Телекова Зульфия. Урок русского языка в первом классе с киргизским языком обучения. Тема урока – буква «щ». Звук «щ», буква «щ». Цели – познакомиться со звуком «щ» и буквой «щ», учиться отличать звук «щ» от других звуков, учиться читать слоги и слова с новой буквой. Ребята, давайте познакомимся с правилами работы в классе. Первое. Не говорить всем сразу. Второе. Уметь слушать друг друга. Третье. Работать дружно и активно. Четвертое. Работать успешно. Пятое. Принимать общие решения. Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок. Если буквы изучать, то научимся читать. Ребята, в мире много интересного, нам пока что неизвестного. Миру знания нет предела, так скорее, друзья, за дело. Ребята, давайте определим основные вопросы урока. Первое. Познакомимся с новым звуком, буквой. Второе. Узнаем все про новый звук, новую букву. Научимся читать слоги, слова, предложения с новой буквой. Буква «щ» на «ша» похожа. Хвостик есть у «щ». Так что же? Изменился внешний вид, мягко «щ» в словах трещит. Ребята, давайте теперь посмотрим, как пишется буква «щ». «Щ» печатная и «щ» прописью. Букв немало мы узнали, добрались до буквы «щ». Есть слова, где «щ» в начале, есть слова, где «щ» в конце. Буква «щ», звук «щ», согласный, глухой, может быть только мягким «щ», непарный щука, лещ. Давайте, ребята, дадим характеристику звука «щ». Согласный, глухой, мягкий, не имеет твердой звонкой пары, шипящий. Начинаем урок веселой азбуки малышки. На прошлом уроке мы выучили букву «ш», а сегодня познакомимся с ее сестричкой, буквой «щ». Видите, детишки, буква «щ» очень похожа на свою сестрицу букву «ш», только у «щ» есть небольшой хвостик. Если увидите букву «ш» с хвостиком, знайте, это буква «щ». Да, мы забыли поздороваться с нашими буковками. Здравствуй, заглавная буква «щ». И ты, строчная маленькая «щ», здравствуй. Посмотрите внимательно, ребята, как выглядят эти буквы. И хорошенько их запомните. А теперь, буковки, покажите ребятам слова, которые начинаются с вас. Ух ты, детишки, эта большая рыба называется щука. Это первое слово с буквы «щ». Жаль, спрыгнула хищная щука с крючка. Но ничего, мы еще с ней встретимся в конце урока. Смотрите, мои дорогие, какая милая маленькая собачка. Совсем еще щенок. И это слово тоже начинается с буквы «щ». Щенок. Бедный, может быть, он потерялся. Нужно его покормить, согреть и обязательно расчесать. Для этого нам понадобится щетка. Слово «щетка» с буквы «щ». Ребятки,
Эти волосики на щетке называются щетинки. Слово «щетинка» тоже начинается с буквы «ща». Ой, что это такое выглянуло из воды? Догадались, конечно, под водой осьминог, а на поверхности его щупальца. Слово «щупальца» начинается с буквы «ща». Ну как же они напугали наших буквок? Им срочно нужна защита. Правильно, для защиты у нас есть щит с буквы «ща». Теперь буквам щупальца осьминога не страшны. А вот и птичка щегол прилетела. И тоже слово с буквы «ща». Послушайте, ребята, щегол щебечет. Щебет — это так называется пение птиц. А знаете, детишки, что это растет? Это щавель. Щавель — это растение, из которого варят, что бы вы думали? Щи. Щи, дорогие мои, это такой суп, очень вкусный, между прочим. Пока наши буковки будут лакомиться щами, мы с вами посмотрим мультик про ту самую хищницу щуку. Это слово начинается с буквы, конечно, с буквы «щ». Ребята, вы, наверное, уже устали. Давайте немножко отдохнем. Физкульт-минутка. Буратино потянулся, раз нагнулся, два нагнулся, руки в стороны развел. Видно, ключик не нашел. Чтобы ключ ему достать, надо на носочки встать. Крепче, Буратино, стой, вот он, ключик золотой. Ребята, давайте теперь прочитаем слоги. Ща, шо, що, щи, шу, ще. Ща, ще, щи, що, щу. А теперь давайте составим слова. Щавель, щепа, щипцы, щечка, щеголь, щучка. Дорогие мои, теперь давайте запомним правила, как пишется «щ» с гласными. Ща, ча, щу, чу. Буква «щ» никогда не пишется с буквой «я» и с буквой «ю». Ча и ща пишем с буквой «а», чу и щу пишем с буквой «у». А теперь, дорогие мои, давайте прочитаем чистоговорку. Щука щекотала щеткою щегла. Щетка щекотиха щетиною была. А теперь, ребята, я буду вам загадывать слова, а вы должны отгадать. Русский суп. Правильно, ребята, это щи. Этим защищались древние воины. Правильно, это щит. Зубастая рыба. Щука. Часть лица. Щека. Дырочка в полу, в стене. Щель. Осколок дерева. Щепка. Маленькая собачка. Щенок. Они разные, ими чистят зубы. Щетка. Молодцы, ребята. Ребята, давайте теперь закрепим тему. Звук «щ» согласный или гласный? Молодцы, ребята, согласный. Звонкий или глухой? Молодцы, ребята, глухой. Твердый или мягкий? Мягкий.
Молодцы, ребята! Теперь, ребята, я вам дам домашнее задание. Дома в тетрадках напишите эти слова, вставите пропущенную нужную букву. Спасибо за внимание!